Хочу вас познакомить с нашим академиком, очень почетным для нас человеком, значит, Петров Андрей Николаевич. Он является одним из создателей первого в истории Якутии частного предприятия, которое называется ООО «Якутские аэрокосмические системы». Оно создано в этом году, значит, как говорится, все поставлено в учет, будет платить налоги и прочее, как говорится, да, но система такая, он расскажет всю эту кухню свою. Но самое главное, я хочу сказать, да, что Андрея Николаевича я знаю давно, это абсолютно удивительный человек. Вот если вы с ним вместе бываете, то вы скажете, да, что он видит все, знает все, он заходит везде со своим аппаратом, он начинает все изучать и прочее. Это человек настоящий, как говорится, гений дела, он не сидит на месте, он всегда организовывает всех. Я был с ним в Катманду, это в Непале, такой средневековый город, где он, значит, был участником Азиатско-Тихоокеанской конференции, стал там абсолютным победителем по постерной программе и также золотую медаль по физике. Его проект занял, да, это было вообще замечательно. Потом он был в Сингапуре, в форуме юных исследователей, ученых, был в многих разных местах, и особенно мне вот понравилось с ним вместе ездить, да, так сказать, в Тайване, очень интересном, первом в истории, значит, большое мероприятие, которое называется «Инновационная школа», которая была создана при Тайваньском национальном университете, который исключительно, он понравился, ему предложили место учебы и прочее, но здесь он в Якутске занимается своей, как говорится, космической мечтой. Пожалуйста, Андрей Николаевич. Спасибо, Василий Климович, за такое представление. Так, ну для начала скажу еще спасибо нашим преподавателям из Сириуса. То есть это вот Артемию Кочинову, который сейчас рассказал вообще про эту всю работу. Это Матвею Шубину, который нас там курировал. И еще там большая команда преподавателей была, очень крутые, лучшие вообще. Так, ну и вообще про сам этот спутник поподробнее расскажу, вот, который полетел. Он полетел 16 марта, кто-то, наверное, из вас слышал, публиковали в новостях ЕКТ. Большой пост был у Айсена Сергеевича в Инстаграме. Ну и там это все на самом деле раскрутили, как будто бы так, ну, наш якутский спутник был, да. Очень на самом деле получилось так некрасиво, скажем так. Вот, это вообще спутник был Высшей школы экономики, и мы принимали участие там именно в первоначальных таких калибровках, там, в тестировании, вот самом на начальных этапах. То есть я вот помню, как мы с Матвеем в мастерской, допустим, пилили напильником корпус камеры, чтобы она влезла в корпус. То есть такими вот вещами мы там занимались. Ну да, действительно, какое-то вообще руки мы к этому спутнику приложили. Ну и вот эта вот вся идея, как бы о том, что наш спутник, это нам как бы натолкнуло на идею сделать именно уже полностью якутский спутник. Вот для этого мы зарегистрировали компанию ООО «Якутские аэрокосмические системы». Вот. И через эту компанию мы сейчас планируем подаваться на резидентство в технопарк Якутия. Мы получили достаточно крупный грант по программе «Умник» с Анатолием Антоновым. И сейчас мы будем уже готовить именно проект собственного спутника якутского. Что это будет за спутник? У нас сейчас идет работа и с Курским университетом. С Курским университетом? Да, с Курским университетом у нас идет работа. И у нас вообще есть сейчас два варианта развития событий. Это мы через, допустим, программу «Универсат» запускаем полностью свой спутник одноюнитовый CubeSat собственной разработки с нуля, либо мы совместно с Курским университетом ставим в него свою полезную нагрузку тоже на один юнит и уже работаем через них. Вот мы сейчас работаем по обоим этим направлениям и как бы пытаемся, ну, спутник вообще запустить обязательно. То есть у нас есть уже несколько вариантов там, развития событий, если там не успеем что-то. То есть запасные планы у нас есть. Вот, в чем смысл вообще будет этого спутника? Этот спутник, он у нас технологический демонстратор. То есть мы как бы делаем образовательный проект, чтобы подтолкнуть новых кадров, вдохновить школьников из Якутии и студентов на вот, работу именно в космической отрасли. Этот спутник, он будет достаточно дубовый, получается. И каков план его применения? Допустим, школьник в 8 классе интересуется космосом. Он, например, хочет как там связать свою жизнь и записывается на программу «Консат». Это такое соревнование проводится МГУ университетом. И там всероссийское оно, да, множество организаций поддержки Роскосмосом. И вот, допустим, он туда едет. В «Консате» есть 3 лиги. Лига юниор, лига
регулярная и лига высшая или студенческая. Допустим, школьник проходит через Консат, там делает маленькие спутники, запускает их на ракете на километр и хочет чего-то большего. Допустим, дальше он записывается в Кванториум. У нас в Якутии есть Кванториум, мы через него тоже прошли. Очень хорошее место, мы там работали. И в Кванториумах почти у всех есть отдел Космоквантум, и там есть конструкторы от компании Sputniks. Называется Orbicraft. Вот этот конструктор, он позволяет как бы школьникам не углубляться в самые такие дебри космической техники, то есть термобалансы, вот эти вот все сложные вещи. Он просто как бы в целом показывает планирование миссии космической, то есть как будет работать аппарат в космосе в целом. Вот школьник проходит через этот этап, через Orbicraft, и попадает уже на наш спутник. То есть здесь уже начинает работать наш конструктор. Вот. Этот спутник мы старались сделать максимально похожим вот на всякие Orbicraft и на, в частности, на спутники Консат. То есть похожее аппаратное обеспечение, похожий там код. Вот. И получается, этот спутник должен быть таким переходным звеном от Консатов и Орбикрафтов до серьезных спутников, таких вот, как, допустим, в Сириусе от компании Sputniks. То есть у них там уже очень такие крутые профессиональные аппараты, которые там уже серьезные миссии могут выполнять. Но как бы школьникам на самом деле это еще не нужно. Если они еще не такие продвинутые. И вот поэтому мы начали разрабатывать именно наш спутник, потому что нам как раз в свое время этого не хватало, такого вот переходного звена. Вот. Так, что еще об этом можно рассказать? Сейчас, получается, подана уже заявка на резидентство, уже закуплены некоторые материалы, там уже даже в РЦИ распилен у нас кусок алюминия, из которого мы будем фрезеровать корпус, то есть работа уже активно ведется. Получен грант, то есть деньги уже все у нас, там ведутся уже всякие разработки, закупки, то есть работа полным ходом идет, и мы постараемся этот спутник запустить к 2022 году, к столетию республики. То есть это у нас будет первый такой спутник, в очень символическую дату он полетит. Так, запуск планируется, скорее всего, либо по программе райдшеринг через универсат, через СФУ, либо попробуем через Курский университет или с МКС получается. То есть в этом плане у нас все достаточно уже продумано. Ну, на этом, наверное, все. Спасибо. Благодарим. Да. Замечательно, просто Андрей Николаевич, он всегда удивляет. Да? Я просто вот с ним много часов провел, занимаясь разными статьями и прочее, да, так сказать, и он откуда-то вытаскивает всегда новые идеи, что меня вот просто удивляет и поражает, потому что его латеральная способность мышления, она феноменальна просто. Я вот вас действительно хочу, как говорится, 100% об этом сказать, да, так сказать, что есть такой рядом с нами человек, который может очень интересно и просто уникально мыслить. Да? Спасибо большое, Андрей Николаевич, за то, что делаете такую замечательную работу. И, возможно, у нас будет, собственно говоря, к столетию нашей республики наш маленький спутник, который вылетит, кстати, на околоземную орбиту и будет там издавать или отдавать какие-то сигналы. Так я понимаю, да, так сказать, и делать определенные функции. Да. Но это... Нет, это рабочая вещь, которая реально делает очень сложные калькуляции, сложные манипуляции, которые действительно будет нам очень интересны.